Ассаламу алейкум. Привет, дорогие мои подписчики. Недавно я на аллее, где я гуляю, там еще скамейки есть, мы сидим, пообщаемся с этой, женщиной, которые они приходят, мне как это, живое общение, ничем не заменяет. Потом я с одной этой женщиной, как я сталкивалась с русской женщиной, она приехала в гости сюда, это в нашем городе, к каким-то родственникам. Она задает вопрос мне, откуда, я говорю, из Таджикистана. Она говорит, а сколько детей у вас? Я говорю, у меня одной это ребенок сама родила, кормила, и другого мальчика тоже, говорю, извините, пожалуйста, кормила, говорю, у меня одна дочка и сын. Она говорит, мало же? Я говорю, как мало? Говорю. Она говорит, у вас же много детей рожали, 4-5. Я ей говорю, я много детей хотела, но Аллах лучше знает. Я говорю, несколько раз я была беременна, говорю, у меня вот это последнее ребенок от беременности, который я родила, дочь, говорю, больше не забеременела, не родила, говорю. И то это ребенку, я говорю, родила в 40 лет. Я 20 лет, говорю, была меня замуж вышла, а вот в течение 20 лет я не стала мама, только в 40 лет я стала мама. В течение 20 лет я очень хотела, большая семья, мы говорим, Аллах лучше знает. Еще у нас есть пословица, что ты хочешь, что не получается, что Аллах хочет, то получается. По воле Аллаха. Вот, потом она говорит, новое поколение наши, местные, да, рожать не хотят они. Они хотят это собаку вести и кошку вести. Я говорю, какое это поколение имеете в виду, которое после СССР или после это 2000? Она говорит, которые вот 20 чем-то лет, они не хотят 25. Ну, 25-26 это которые они родили 2000 годом, правильно? А ваши рожают, говорит, размножают, говорит, это ваша страна. И сюда тоже приехали, рожают. Я говорю, ну, мы как это, мусульмане, мы, чтобы не было, мы рожаем ребенку. Да, ребенку рожаем. Вот даже я как это работала всегда я как это было, как это в обществе, это как это всегда участвовала, и дома как это служила своей свекровь, и мама я как я смотрела, заботила от своей родителей, да. При этом я забеременела, родила ребенка. А я ей говорю, при чем здесь кошка и собака? Я говорю, у нас и кошка, и собака тоже это были, говорю, дома. При этом корова еще у нас была, кури был, говорю. При этом моя мама родила 11 детей 6 осталось живы, говорю. Ничего, говорю, не мешает человеку, если хочет, говорю, ребенку. Ни собака, ни кошка, говорю. И здесь тоже я вижу, они как это, семья, пары с детьми, собака, кошка не гуляет. Просто это от человека зависит. Если человек не хочет ребенок, не хочет, не рожает. Это не причина, что это молодые. Она говорит, с нового поколения, они говорят, мы сначала строим дом, потом рожаем детей. Она говорит, для кого они дом строят? Строят дом, потом уже возраст уже, не тот возраст, дети получают или не получают. Не получается, да? Вот. А насчет этого дома еще хотела вам привести. Одна моя знакомая тоже, Ленка в Таджикистане, она тоже одного ребенка родила, потом она с мужем решили дом строить, потом размножать детей. А потом у них дом появился, а детей уже не получилось. Она говорит, я была дура, говорит, родила бы двое-трое. И это параллельно мы как строили дом. Вот. А насчет этих детей еще хочу сказать, это новое поколение, которое они не хотят детей. Я хочу от себя пример вам привести, что ребенок это вдохновляет это вас словами, правильно? Животные, я не говорю, что животные как это не надо дома. Животные, да. Кто хочет, как это их выбор. Но ребенок это, что я хочу сказать вам, от свой опыт, что когда я прихожу домой, мой ребенок обнимает меня, целует и словами говорит, мама, я тебя очень сильно люблю. Это знаете, как это у человека, как это усталость уходит, радуется, что это есть, это смысл жизни, правильно? Да, смысл жизни. Это одно. А второе, что наши дети, они продолжение нашей поколения. Поэтому, если у кого нет детей, я посоветую, пожалуйста, хоть одного ребенка рожайте, это как говорят. Что делает продолжение поколения, правильно? Вот. А мои племянницы, которые тоже это вот 2000 год, это 2000 год, у меня есть племянница, она родила, она сначала учила, параллельно она учила, параллельно она стала мама. У нее двое детей сейчас, 2000 год моя племянница в Таджикистане. Еще у меня есть племянница 2001 год, тоже она это гинеколог, она учила, параллельно замуж вышла, она еще как это еще
не стала мамой, но она хочет детей. Вот. Она говорит, что молодежь, если не рожает, потом как это наш народ, как это будущее. Я говорю, да, это в Европе, в Африке, Америке же там child free, да, жизнь без детей. У них есть такая, как это, цель такая у них есть, такая фраза. А российский народ, я не думаю, что так это прямо они как это принимали это child free, потому что русский народ всегда как это были как это детей много родили, да, раньше. Ну, сейчас хотя бы одно-двое как это рожат, если есть как это здоровье позволяет. Если здоровье не позволяет, конечно, как это, ну, только по назначению врачей, правильно? Если здоровье не позволяет, можно как это принимать это ребенок из детдома. Я вот это до сих пор моя мечта в силе. Я же это сказала в это интернет, тоже это укладывала, это YouTube видео, что если есть мужчина, который большая семья, если завес, я могу как это стать мамой для его детей. Если берет меня в жен, я рада как это принять. Дети, как это свои дети, и любить, и воспитывать, и как это поднять их на ноги. Поэтому еще раз я скажу в конце, что это итоги, что ребенок это постоянная радость, ребенок это смысл жизни, ребенок это продолжение поколения наше, а ребенок это наслаждение для ребенка, мама и мама, папа, и счастье, большое счастье. Да, вот так. А в священной книге у нас в Коране это сообщит, что ваши дети, ваше имущество – это украшение вашей жизни. Наше имущество, вот дом, богатство, дети, они украшают наши жизни. Да, без детей жизнь ничего не значит. Я так говорю, без, без детей жизнь ничего не значит. Поэтому молодые, если была я вам ваш возраст, я родила бы еще много детишки. Я много детей хотела, ну, как бы Аллах лучше знает. Мне получилось вот тогда ребенка, и еще успела одного мальчика еще кормить. Да, вот так. Поэтому так что не опаздывать жить, не опаздывать стать мамой, не опаздывать создать свою большую семью. Ничего никогда не поздно, ну что, не опаздывать, правильно? Благодарю за внимание.